Мой дорогой друг, если ты это читаешь, значит, твой ангел привел тебя к этому сообщению. Возможно, сейчас вы этого не понимаете, но доверьтесь руководству своего ангела. У них есть для вас сообщение, которое не может подождать до завтра. Это тайна, которую необходимо открыть вам, пока не стало слишком поздно. Видите ли, мы часто идем по жизни с шорами, не обращая внимания на знаки и сообщения, которые мир пытается нам послать. Но ваш ангел выбрал вас для получения этого послания, и важно, чтобы вы открыли свое сердце и разум тому, что они говорят. Будь так, если ты веришь в Бога. Многие из нас идут по жизни, чувствуя себя потерянными, растерянными и подавленными. Мы постоянно ищем ответы, смысл, цель. Но правда в том, что ответы всегда внутри нас. Ваш ангел призывает вас прислушаться к своему внутреннему голосу, довериться своей интуиции и следовать по пути, предназначенному для вас. Они хотят, чтобы вы знали, что у вас есть особая цель в этом мире, и вам предстоит ее обнаружить. Завтра может никогда не наступить, и ваш ангел это знает. Вот почему мы просим вас открыть свое сердце и разум этой тайне сейчас, пока не стало слишком поздно. Не позволяйте страху, сомнениям или колебаниям встать на вашем пути. Ваш ангел хочет, чтобы вы знали, что вы можете достичь величия, преодолеть любые препятствия и прожить полноценную и осмысленную жизнь. Но все начинается с тебя. Все начинается с принятия этой тайной силы, заключенной в ней. Введите «Я владею своей силой» для подтверждения. Ваш ангел хочет, чтобы вы знали, что вас любят, поддерживают и направляют на каждом этапе пути. Они всегда рядом с вами, готовы помочь и направить вас. Но им нужно, чтобы вы сделали первый шаг. Откройте свое сердце и разум этой тайне, и вы начнете видеть мир по-новому. Вы начнете замечать знаки и сообщения, которые были там все это время и которые приведут вас к вашей истинной цели и судьбе. Так что, друг мой, не откладывай до завтра, чтобы раскрыть этот секрет. Ваш ангел призывает вас сделать это сейчас, пока не стало слишком поздно. Примите это послание с открытым сердцем и разумом и доверьтесь силе руководства вашего ангела. Ваша жизнь никогда не будет прежней, как только вы это сделаете. Раскройте секрет, и пусть он приведет вас к той жизни, которой вы всегда должны были жить. Введите «да», если вам это нужно. Зачастую мы не осознаем, что Бог говорит с нами. Мы чувствуем внутреннее впечатление, призыв быть кому-то добрым. Это не случайность, это Бог говорит с нами. А может быть, вы попали в ситуацию, когда чувствуете себя некомфортно, что-то подсказывает вам, что это неправильно, избегайте этого. Дело не только в ваших нервах, Бог защищает вас. Не игнорируйте это. Не отговаривайте себя от этого. Просто подчиняйся. Если вы последуете этому тихому голосу, Бог говорит, что Он направит вас на лучший путь в вашей жизни. И если мы прислушаемся к Его тихому голосу, Его наставлениям, Его предложениям, Его предупреждениям, Он спасет нас от душевной боли и боли. Это ведет к продвижению по службе и благосклонности. Слишком часто мы внутренне ощущаем эти впечатления, но отвергаем их как бессмысленные или чрезмерно анализируем. Не отговаривайте себя от этого. Просто подчиняйся.
Каждый раз, когда вы послушаетесь, благословения всегда следуют. Напишите в комментариях «Аминь», если верите. Бог вложил мечты и желания в сердце каждого человека, но в большинстве случаев для этого требуется период ожидания. Может быть, вы ждете улучшения отношений, свадьбы, повышения по службе или победы над болезнью. Большая часть жизни проходит в ожидании. Но есть правильный и неправильный способ ждать. Слишком часто, когда дела идут не так, как мы хотим, мы расстраиваемся или тревожимся и расстраиваемся. Это потому, что мы не ждем правильного пути. Обратите внимание, в сегодняшнем стихе не говорится «подождете ли вы», он говорит то, что и следовало ожидать. Дело в том, что мы все будем ждать. Там также говорится, что нам следует задуматься о том, как терпеливо и нетерпеливо ждет фермер. Мы не должны сидеть сложа руки, мы должны быть полны надежд, позитива и полны ожиданий. Будьте сегодня, о чем бы вы ни молились, ожидайте, что все изменится в вашу пользу. Сегодня, возможно, настанет день, когда Бог все изменит. И если вы будете терпеливо и выжидательно ждать, вы увидите, как Бог открывает дверь к обильному урожаю, который Он обещал во всех сферах вашей жизни. Наберите 333, если доверяете Богу. «Я раба Господня», — ответила Мария. «Пусть слово Твое мне исполнится». Задумывались ли вы когда-нибудь, что понадобилось Марии, чтобы родить Иисуса? Как Он получил эту работу? Как Он это почувствовал? Об этом интересно думать, и я не могу не поверить, когда читаю его историю, что он был благословлен и благосклонен, потому что остался верным слову, данному ему Богом. То же самое и с тобой, и со мной. И нет, никто из нас не будет призван родиться Иисусом в физическом смысле, но Он живет в нас. Подобно Марии, мы являемся носителями Иисуса и призваны прямо там, где мы находимся, протянуть руку помощи потерянному и сломленному человечеству Его любовью и благодатью. Поэтому попросите Его о большем Его присутствии сегодня. Попросите Его эффективно использовать вас там, где вы находитесь, для Его славы. Поскольку вы верны, я молюсь, чтобы вы испытали то, что сделала Мария, исполнение слова Божьего для вас. Введите «Я готов сиять» для подтверждения. Не тратьте свой день на поиск простых дел вместо того, чтобы заняться трудными делами, которые вам нужно сделать. Прежде всего, делайте трудные дела, которые вам больше всего не нравятся, и избегайте их. Например, не смотрите на свои неприятные задачи и не думайте «я сделаю это позже». Сложные задачи заставят вас быть занятыми в течение дня и истощат вашу энергию от того, что вы хотите сделать. Дух пассивности лишает вас продуктивной энергии, но у вас есть сила Божья, чтобы преодолеть прокрастинацию. Молитесь и просите Бога помочь вам выполнить задачи, которых вы так боялись. В первую очередь работайте над важными вещами, и вскоре они перестанут управлять вашим днем. Если вы согласны, напишите «Аминь». То, что вы собираетесь открыть сегодня, изменит вашу жизнь. В одну минуту вы изо всех сил пытаетесь оплатить свои счета, охваченные денежными заботами, а в следующую вы притягиваете деньги, как сталь к магниту. Что делает эту изменяющую жизнь разницу в жизни людей? Это называется кодом генетического богатства. Как только вы его активируете, ваша жизнь никогда не будет прежней.
Вы можете активировать свой код генетического богатства здесь сегодня. Лучше всего активировать этот код сейчас, пока эта страница еще жива. Нажмите на ссылку в моих комментариях, чтобы активировать свой код генетического богатства. Я молился о том, чего действительно хотел. Мне казалось, что это хорошо, что-то такое, что сделает жизнь еще приятнее, чем она была, и никак не помешает моей работе. Бог не дал мне этого. Почему я не знаю всех причин этого? Курс. Богу, который правит миром, есть над чем подумать, о чем я не подумал, и хорошо, что я оставляю это ему. Но я понимаю одно: он предлагает мне чистоту ценой отказа от собственной воли. Ты правда хочешь со мной познакомиться? Он читает. Я отвечаю «да». Тогда делай, как я говорю, отвечает он. Делайте это, когда вы это понимаете. Делайте это, когда вы этого не понимаете. Берите то, что я вам даю. Будьте готовы не иметь того, что я вам не даю. Отказ от этой вещи, которой вы так настойчиво желаете, является истинным проявлением искренности вашей непрестанной молитвы «Да будет воля Твоя». Поэтому вместо того, чтобы стучать в дверь рая с просьбой о том, чего теперь очевидно, что Бог не хочет, чтобы я имел, я превращаю свое желание в подношение. Желаемое – это материал жертвоприношения. Вот, Господи, оно Твое. Введите 444, если верите. Бог наблюдает за вами и видит все, что вы делаете. Псалмопевец сказал о нем: «Ты знаешь, сажусь ли я и встаю, издалека слышишь мысли мои». Бог с нетерпением ищет возможности вознаградить вас за вашу веру в Него. Иисус сказал: «Вот, я скоро приду, принеся с собой награду мою и награду свою, чтобы воздать и дать каждому именно то, чего заслуживают его дела и труд». Откровение 22 часа 12 минут. Это значит, что люди получат компенсацию за действия, которые они совершают, находясь на земле. Это может быть интересно с одной стороны и опасно с другой. Мы должны понимать, что Бог наблюдает за нами, и никто ничем не может помочь. Бог не спит и не спит. Он знает все, что происходит за закрытыми дверями. Поэтому нам следует жить так, как будто мы искренне верим, что Бог наблюдает за каждым нашим шагом. Когда мы сидим и разговариваем, мы должны помнить, что Бог – это невидимый посетитель, который слушает все, что мы говорим. Не разочаровывайтесь, делая добро, ибо Бог видит все, что вы делаете для других во имя Его. Ни одно доброе дело, сделанное с правильными мотивами, не останется незамеченным. Бог видит всех людей, которым вы помогаете, всех людей, которым вы добры. Он знает, что каждый раз, когда ты проявляешь к кому-то немного милости, каждый раз, когда ты кого-то прощаешь, Он вознаградит тебя за это. Введите «да», если вы готовы. Подарки – это одноминутная молитва из библейских времен выражает богатство и изобилие в вашей жизни. Если вы духовный человек и эмпат, стремящийся улучшить мир и себя, то это будет самое важное послание, которое вы прочтете за весь день. Потому что, услышав эту божественную молитву, вы, наконец, разрушите проклятие бедности и воссоединитесь со Вселенной, что позволит вам просить, проявлять и получать обильные благословения. Нажмите на ссылку в моей биографии и послушайте минутную молитву прямо сейчас.
Бог вложил в вас дары и таланты. Он дал вам мечты и цели, которые являются уникальными для вашей жизни. Но легко позволить страху сдерживать вас. Что, если я попробую и не получится? Что, если люди меня не примут? Что, если у меня нет таланта? Слишком часто мы позволяем «а что, если» управлять нами. Перестаньте скрывать мечты и таланты, которые дал вам Бог. Он создал тебя, чтобы сиять, чтобы изменить тебя, оставить свой след. Ваш дар предназначен не только для вас. Речь идет о том, чтобы поделиться с миром. Жизнь коротка, поэтому пробуди то, что вложил в тебя Бог. Вы не можете ждать, пока страх исчезнет, а затем сделать это. Страх может не уйти. Вам придется сделать это, несмотря на страх. Вот что такое вера. Никто из тех, кто что-то сделал в жизни, не делал этого без страха. Введите утверждение «Я богат», ибо я восстановлю твое здоровье и исцелю твои раны, говорит Господь. Я верну вам годы, которые съели саранча, великая саранча, саранча и гусеница, моя великая армия, которую я послал к вам. У тебя будет много еды, ты насытишься и прославишь свое имя. Господу, твоему Богу, сотворившему с тобой чудеса, и мой народ никогда больше не будет разочарован. Верни мне радость твоего спасения, помоги мне духом воли. Я говорю трижды, потому что дело окончено. Я восстанавливаю тебя. Я залечу твои раны. Я вижу твои раны, но я больше их. Мой бальзам покрывает и восстанавливает тебя. Я верну отнятые у тебя годы. Я верну тебе радость. Точка. Если верите, напишите «Аминь». Когда я впервые начал пытаться проводить время с Богом, у меня были трудности. Я чувствовал себя глупо и уверенно. Мне было скучно. Я сидел, кричал и старался не заснуть. Как и все стоящие, тихое сидение в присутствии Господа требует времени, чтобы овладеть им. Вы должны поддерживать это, и этому нельзя научиться у кого-то другого. Я не думаю, что смогу научить другого человека, как относиться к Богу. Почему? Потому что каждый человек индивидуален и должен научиться соединяться со своим Создателем. Мое время общения включает в себя все виды молитвы, чтения книг, которые Бог использует, чтобы помочь мне, изучение Библии, ожидание Бога, покаяние, плач, смех, получение откровения. Время, проведенное с Ним, почти каждый день разное. У Бога есть индивидуальный план для каждого человека. Если вы придете к Нему и будете повиноваться Ему, Он войдет в ваше сердце и поделится с вами. Он научит вас и направит вас по тому пути, по которому вам нужно идти. Не пытайтесь делать то, что делают другие, или быть тем, кем являются другие. Просто позвольте Господу показать вам, как дружить с Ним. Затем следуйте за тем, как Он направляет вашу жизнь шаг за шагом. Введите «это тоже пройдет» для подтверждения. Если вы хотите легко собрать огромные деньги, начиная с сегодняшнего дня, перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы узнать шокирующие дикие секреты, раскрытые мошенническим ученым НАСА. Подпишитесь на наш канал, если верите. Во имя Бога, у меня есть секрет, которым я хочу поделиться с тобой, и твой ангел-хранитель хочет, чтобы ты понял его позже. Вы готовы слушать?
Откройте свое сердце и разум этому чтению, потому что оно может изменить вашу жизнь. У каждого из нас есть ангел-хранитель, который защищает нас, направляет нас и защищает от вреда. Они – божественные посланники, которые помогают нам преодолевать жизненные трудности и находить свою истинную цель. Они всегда с нами, но иногда мы забываем прислушиваться к их шепоту и знакам. Но сегодня ваш ангел просит вас обратить внимание и прочитать эту тайну до завтра. Почему завтра? Потому что завтрашний день нам не обещает. Мы никогда не знаем, что нас ждет в будущем, и лучше быть готовым, чем сожалеть о том, что не предприняли действий, когда у нас была такая возможность. Введите «Я люблю тебя, Боже» для подтверждения. Так что же это за секрет, который хочет знать твой ангел? Это просто, но действенно. Живите настоящим. Мы часто настолько поглощены прошлыми сожалениями и будущими тревогами, что забываем ценить настоящее. Но это важно. Помните, что настоящее – это все, что у нас есть, и это подарок, который нужно беречь. Жить настоящим значит отпустить прошлое и не беспокоиться о будущем. Это означает быть полностью присутствующим и вовлеченным в данный момент, не отвлекаясь. Сколько раз вы упускали прекрасный момент из-за того, что были слишком заняты прокруткой телефона или погружены в свои мысли? Ваш ангел хочет, чтобы вы отпустили эти отвлекающие факторы и присутствовали в каждом моменте своей жизни. Введите «да», чтобы подтвердить это для себя. Почему так важно жить в настоящем? Потому что это единственный способ по-настоящему ощутить жизнь. Когда мы целостны, мы можем ценить мелочи, которые делают нас счастливыми, красоту природы и любовь окружающих. Это также позволяет нам быть более внимательными и благодарными, что, в свою очередь, приносит больше счастья и удовлетворения в нашу жизнь. Жить настоящим также означает быть верным себе и следовать своему сердцу. Ваш ангел хочет, чтобы вы знали, что вы достойны и заслуживаете своих ценностей и увлечений. Не позволяйте страху или ожиданиям общества помешать вам осуществить свою мечту. Ваш ангел призывает вас сделать первый шаг к своим целям и поверить, что все встанет на свои места. Введите «Я верю в себя» для подтверждения. Кроме того, жить в настоящем означает прощать себя и других. Мы все совершаем ошибки, и обида или сожаление только отягощают нас и мешают двигаться вперед. Ваш ангел хочет, чтобы вы сбросили это бремя и примирились с самим собой и теми, кто вам мешал. Прощение – это непросто, но оно необходимо для нашего внутреннего мира и роста. Наконец, ваш ангел хочет, чтобы вы знали, что жизнь в настоящем также означает заботу о себе. В этом быстро меняющемся мире мы часто пренебрегаем своим физическим, эмоциональным и духовным благополучием. Ваш ангел напоминает вам уделять приоритетное внимание заботе о себе и прислушиваться к своему телу и разуму. Делайте перерывы, когда это необходимо, ешьте здоровую пищу и позитивные мысли, а также уделяйте время занятиям, которые приносят вам радость и расслабление. Пусть лицо Господне сияет над вами. В заключение ваш ангел просит вас прочитать эту тайну до завтра, потому что они хотят, чтобы вы жили полноценной и осмысленной жизнью. Не ждите тревожного звонка или важного события в жизни, чтобы начать жить настоящим.
Воспримите это как сигнал и внесите необходимые изменения, чтобы жить более осознанной и целеустремленной жизнью, начиная прямо сейчас. Ваш ангел будет рядом с вами, направляя и поддерживая вас на каждом этапе пути. Доверьтесь их руководству и откройте свое сердце настоящему моменту. Помните, завтра не обещано, а сегодня подарок. Давайте извлечь из этого максимум пользы и жить лучшей жизнью. Твой ангел верит в тебя, да. Приди с любовью и светом и благодарю тебя, Иисус, Господь, за всех. Когда у нас есть настрой веры, мы настроены позитивно, полны надежд и ожидаем добра. Эта частота впускает солнце в нашу жизнь. Но когда мы чувствуем стресс, беспокойство или думаем, что тучи над нашим здоровьем и финансами никогда не изменятся, это мешает свету солнца. Это приводит к еще большему клубению облаков, еще большему поражению и еще большей посредственности. Нам нужно начать впускать солнце в нашу жизнь. Оно начинается не с Бога, это начинается с нас. Вместо того, чтобы разочаровываться из-за темных туч, наше отношение должно быть таким: в любой момент это может измениться. Приближается исцеление, приближается продвижение по службе, приходит нужный человек. Продвижение приближается. Если вы хотите увидеть раскрывающиеся облака, у вас должно быть такое ожидание. Избавьтесь от негатива, перестаньте говорить о том, что не работает, и измените это. Боже, я знаю, что Ты контролируешь эти облака. Они пройдут. Я верю, что в любой момент я увижу это неожиданное солнце. Было ли это необходимо, введите «да» для подтверждения. Дай Бог вам здоровья, благополучия, любви и благополучия. Чудо, которое изменит вашу жизнь, вот-вот произойдет, и вы скоро испытаете радость, как никогда раньше. Будьте уверены, я позаботился о ваших заботах. Если вы чувствуете себя подавленным, подумайте об этих 3 вещах. Бог с вами, и Он всегда будет рядом с вами. В эти дни Бог говорит, что собирается открыть дверь, о которой вы так усердно молились, отмечая начало сезона, полного радости, любви и гармонии. Они принесут вам 7 дней лучшего, что есть. Я говорю, проклинай вред, ваше здоровье улучшится, а ваше благосостояние будет увеличиваться на протяжении всей вашей жизни. Я был рядом с вами во время каждой бури, удовлетворяя все ваши потребности, и буду продолжать благословлять и защищать вас и вашу семью. Внезапно вы встретите нужных людей, ваше здоровье улучшится, двери откроются, желания сбудутся, а молитвы будут услышаны. К концу этого месяца вы полностью выздоровеете от болезней и долгов. Время восстановления, покоя и изобилия откроется перед вами, когда Бог выведет вас из периода страданий, борьбы и нужды. Это ваше второе возрождение, и я хотел сообщить вам об этом перед отъездом в мае. Даже если вы терпите трудности, страдания и проблемы, знайте, что я здесь, чтобы помочь вам встать на ноги. Приготовься удивиться изобилию, которое будет твоим, моя дорогая. Вам будет даровано много здоровья, денег и успеха. Любовь, богатство и крепкое здоровье придут к вам в ближайшие 12 часов и принесут огромную радость. Если вы хотите знать, как получить это благо от Бога, я думаю, вам следует посмотреть этот фильм до конца. Вы получите значительные финансовые преимущества,
деньги волшебным образом появятся в вашей жизни, и вам даже не придется за них работать. Вы действительно станете головокружительно богатыми, помолодеете, укрепите отношения и восстановите здоровье. Это мое обещание вам. Я Бог, который восстанавливает и искупает, поэтому верьте в меня, мои возлюбленные люди. Жизнь, полная изобилия, прекрасного здоровья, бесконечных удовольствий и наслаждений – это то, что я хочу вам подарить. Это не просто слова на бумаге, дети. Я Бог, который работает и выполняет свои обещания. Я все исправлю то, что потеряно, преодолею любые трудности и устраню каждую дорогу, которая встанет на моем пути. Господь обещает исцелить ваше разбитое сердце и обеспечить финансовую стабильность. Многие из вас испытывают трудности в финансовом отношении, и я хочу, чтобы вы знали, что у вас есть моя поддержка. С моей помощью вы вступите в свой самый выдающийся сезон на сегодняшний день. Вы пожните плоды моего благословения, если доверитесь мне и позволите мне вести вас. Я хочу, чтобы вы преуспели во всем, что вы делаете, поэтому я дарую вам улучшения, благословения и чудеса. Я не позволю злым преобладать над добрыми, ибо я справедливый Бог. Если вы мне поверите, я буду защищать вас в суде. Ваше здоровье, богатство и отношения будут исцелены и восстановлены, когда я творю мои чудеса в вашей жизни. Вы будете полны волнения. Я улучшу твою жизнь и жизнь твоих близких, если ты только отдашься мне. Я исправлю любую часть тебя и превращу каждое препятствие в лестницу великого успеха, если ты поверишь в меня. Я обещаю сдержать свое слово. Сейчас настал момент приветствовать жизнь, полную изобилия, радости и достижений, без каких-либо усилий с вашей стороны. Богатство просто вливается в вашу жизнь, открывая двери безграничным возможностям. Я избавляю тебя от оков нищеты и невзгод. Сегодня ваша печаль сменится радостью, ваши страдания исцелением, а ваши испытания благословением. Приготовьтесь к эпохе беспрецедентного изобилия и богатства, какого вы даже не могли себе представить. Удача войдет в вашу жизнь. В марте в вашей жизни наступит важный поворотный момент, о котором вы даже не догадывались. Прикосновение Бога исцелит и вернет тело к полному здоровью. Я Бог, который может сделать невозможное, потому что я Бог чудес. Бог говорит им: вот, в вашей жизни произойдет ряд чудесных событий, как только вы поверите в меня. Когда вам плохо, вы всегда можете рассчитывать на то, что я буду рядом с вами, потому что я высшее существо и тот, кто создал космос. Я могу дать тебе больше, чем ты когда-либо мог пожелать. На этой неделе я утрою вашу награду, чтобы показать вам, что мое доверие сильнее любых препятствий. Сумма денег на вашем банковском счете превзойдет все ваши ожидания. В вашей жизни произойдет огромное чудо. Независимо от того, насколько плохи дела, будь то в финансовом, эмоциональном или физическом плане, ты можешь быть уверен, что я никогда не оставлю тебя. Я обеспечиваю физическое исцеление, финансовую независимость, примирение в семье и выздоровление от зависимости. Ваш идеальный дом, идеальная карьера, идеальные отношения и идеальное финансовое положение – все это уже на вашем пути. Доверьтесь моему безупречному расчету времени и моему богатому запасу. Каждый день я терпеливо жду у двери твоего сердца,
надеясь, что ты откроешь ее и впустишь меня. Я добрый и любящий Бог, поэтому не стоит бояться открывать дверь. Я хочу сыграть важную роль в вашей жизни и быть рядом с вами на вашем пути. Мое удовольствие, сила и покой вливаются в тебя, как только ты входишь в меня. Я успокою твои страхи и заменю их неведомым покоем. В следующие выходные нас ждут знаменательные события, новые шансы, обнадеживающие новости, улучшение здоровья, успешный прогресс и успешные достижения. Пока мы здесь, я заберу всю твою боль, возмещу все твои потери и одарю тебя деньгами. За каждым промахом следует милость Божья, за каждой неудачей следует выздоровление, за каждой потерей следует новое начало, а за каждой неудачей следует мощное выздоровление. Бог покажет вам великий поток благ, но вы не будете к этому готовы. Вы получите обильные блага, как никогда раньше, если будете оставаться на связи с Его присутствием и последовательно следовать Его указаниям. На этой неделе, по словам Иисуса, я хочу, чтобы ваш банковский счет превзошел ваши самые смелые ожидания. Пожалуйста, оплачивайте все свои счета полностью и вовремя. Это время большого процветания и успеха сделать большинство из них. Каждый раз, когда ты разочаровывался, я ждал для тебя фантастический подарок, который, возможно, изменит твою жизнь. Ваша жизнь будет полна радости, любви и удовлетворения. Вы собираетесь услышать действительно хорошие новости и рассмеяться. Бог даст вам радость перед лицом невзгод. Прямо сейчас Он отвечает на молитвы, которые вы сказали Ему. В 2024 году будет много перемен, прорывов и величайших чудес. Вас ждут новые инициативы и перспективы. Я говорю, превратите свою печаль в радость, Бог может это сделать. Именно в этот момент ваша молитва будет услышана. В 2024 году произойдут большие перемены, открытия и чудеса. Я заявляю, что на вашем пути появятся новые начинания и возможности. Что вы ищете? Ваше здоровье и ваш банковский счет улучшатся. Ряд счастливых событий посетит ваш дом. Страдания, смятение и беспокойные ночи скоро закончатся. Все, на что вы надеялись, любовь, здоровье и богатство, станет вашим, когда небеса откроют свои окна. К концу месяца у вас будет повод для радости. Поскольку Бог на вашей стороне, то в ближайшее время можно ожидать увеличения финансов, выброса целительной энергии и развития чудесных событий. Я превращаю ваши страдания в силу, вашу тревогу в ясность, а ваши проблемы в решение. Я превращу зло, задуманное моим противником, во что-то доброе, верь в меня. Я планирую для тебя что-то чудесное. За каждым преступлением есть благодать, для каждого разбитого сердца есть спасение, и за каждым поражением следует новое начало. Он еще не забыл, что обещал тебе. В эти выходные нас ждет прорыв, возможности, улучшение здоровья, финансовое развитие и успех. Именно в этот момент наступает ваш ход. Сегодняшний день полон радости, благословений, прогресса, новых шансов, оптимизма, ответов, исцеления, любви и Божьего благоволения. На подходе внезапное увеличение благосклонности Бога. Оставайтесь на связи с Ним, поверьте Ему на слово и перестаньте сомневаться в себе.
Сегодня я заявляю, что ваши молитвы получают ответ. Великое благословение было создано именно для тебя, во имя Твое. Поверьте и примите. Я заявляю, что вы сильны и здоровы, говорит Господь. Этот год будет самым активным и плодотворным в вашей жизни. Делайте все, что Бог повелел вам делать на протяжении всей вашей долгой и здоровой жизни. Если вы чувствуете растерянность или растерянность, дезориентация и беспокойство о том, станет ли лучше ваш знак, прямо сейчас Бог направляет события и готовит вам путь. Бог обещал быть с вами в каждом испытании. Он также будет вашей силой, ответит на ваши молитвы, обеспечит ваши нужды и будет любить вас, несмотря ни на что. Бог с тобой, так что не бойся. Продолжайте, ибо Он ваш Бог. Он укрепит тебя и протянет тебе руку. В этом году вы добьетесь успеха во всех своих начинаниях. Чудеса, благосклонность, радость, исцеление и мир будут вашими. В конечном счете, вашей жизнью управляет высшая сила. Ваши обстоятельства не являются для Него неожиданными, и Он руководит вашими действиями даже тогда, когда вы не всегда понимаете, как это сделать. Он позаботится о том, чтобы все было сделано для вашей выгоды. Все получится в свое время. Будьте готовы к стремительному росту на этой неделе. Вы полны новых шансов, благословений, связей, идей, исцеления и многого другого. Воспринимайте эту неделю как время для роста и движения вперед. Примите это как свое и примите это с уверенностью. Мы молимся во имя Иисуса. На горизонте маячит огромный дар, который изменит жизнь. За каждой неудачей, с которой вы сталкиваетесь, открываются возможности для счастья, любви и удовлетворения. Смех и хорошие новости наполнят ваш язык. Вы находитесь на пороге нового сезона, и Бог делает его прекрасным. Март – месяц, когда вы можете ожидать не что иное, как обилие процветания и чудесных событий. Когда кажется, что все потеряно, Бог даст вам силы, необходимые для упорства. Даже когда ты в отчаянии, это поднимает тебе настроение. Ваше чудо скоро наступит, так что готовьтесь. В этот самый момент Бог готовит вам путь во имя Иисуса. Будьте готовы к милостям, достижениям, новым возможностям и открытым дверям. Март станет месяцем множества чудесных событий, благоприятных событий, благословений, возможностей, здоровья, любви и Божьего благоволения. Будет исцеление, прорывные новости, прогресс, возможности, положительные встречи, продвижение по службе, рост, хорошие новости, неожиданные сюрпризы и чудесные силы. Сегодня вы получите замечательные новости, возможности и блага, которых вы не ожидали. Бог запланировал для вас что-то особенное. Я искренне благодарен. Господь обещает вознаградить все ваши усилия и обеспечить вас хлебом. Ваши обращения не остались незамеченными. Напротив, Господь готовит вам путь для входа в землю, которую Он дает вам. Даже если некоторые из вас услышали ужасные новости, Бог обещает, что выход из этой ситуации найдется. Благословения, ответы, чудеса, исцеление и ангелы уже на вашем пути. Благодаря этому испытанию вы станете более стойкими, сильными и готовыми к достижению цели своей жизни. Я превращаю ваши страдания в силу, вашу тревогу,
в сосредоточенность, а ваши проблемы в решении. Прими мой путеводный свет. У меня есть для вас фантастическая схема. Человек, вещь или средство передвижения, которые вы хотите, придут к вам, если вы доверитесь Богу и будете ждать Его идеального момента. Пожалуйста, Господь, благослови тех, кто отчаянно ищет работу, тех, кому не хватает финансов, и тех, кто сегодня чувствует себя безнадежным. Пошлите им мир. Бог осыпает вас исцелением, изобилием, новыми возможностями и благословениями. Он вознаградит вас так щедро, что вы забудете свои прошлые обиды. Вместо этого вы превратите свое горе в похвалу. Я обещаю, что оставшаяся часть этой недели будет для вас полна величия. Умоляю Тебя, Господи, не о материальных благах и не о большом особняке. Все, что я хочу, это чтобы Ты защитил мою семью и обеспечил наши потребности в продовольствии. Смотри, я собираюсь сотворить чудо. Бог отвечает на ваши молитвы так, как вы даже не можете себе представить. Господь услышал ваши молитвы и ответил на них. Я делаю больше, чем это. Победа за победой, триумф за триумфом и прорыв за прорывом – вот чего вы можете ожидать в следующем сезоне. Независимо от ваших испытаний, Бог даст вам много благословений и будущее, полное надежд и обещаний. «Ибо я знаю планы, которые имею для тебя, говорит Господь, планы твоего процветания, а не твоего вреда, планы твоей надежды и будущего». Бог поведет вас этим путем, и вы и ваша семья сможете рассчитывать на благословение, исцеление и возможности. Я знаю, ты устал и физически, и эмоционально, но тебе придется терпеть. Я знаю, что у тебя сейчас много мыслей. Я также знаю, что у вашей боли есть цель, причина вашей борьбы и награда за вашу верность. Бог говорит: возложи свои заботы на мои плечи, дай мне все. Здесь я посылаю вам помощь, исцеление и ресурсы. Я предоставлю это. Можешь рассчитывать на то, что я расчищу путь. Будьте уверены, на вашей стороне полная поддержка небес. Точно так же, как Аврааму и Иосифу потребовались десятилетия, чтобы увидеть исполнение Божьих обещаний, Богу может потребоваться много лет, чтобы открыть двери для вас. Я заявляю, что это ваша неделя чудес, полная чудесных событий каждый день. Не расстраивайтесь из-за жизненных трудностей, ведь Бог с вами в борьбе. Ваши битвы и прокладывание пути даже тогда, когда кажется, что его нет, бури проходят, но Божьи благословения остаются навсегда. Вы получите исцеление, мудрость, прорывы, изменяющие жизнь, благословения от Бога. Будьте сильными духовно, финансово, эмоционально и физически в 2024 году. Вам суждено добиться величия, поэтому будьте сосредоточены и позвольте Богу позаботиться обо всем остальном. Важно всегда помнить, что без мечты мы ничего не сможем достичь, без любви мы ничего не чувствуем и без Бога мы никто. Я заявляю, что вы удивите врачей, скептиков и своих врагов. Ободритесь, Бог с вами. Я молюсь, чтобы сегодня вечером Бог посетил ваш дом с ответами и чудесами, точно так же, как Он пришел нежным, как агнец, но вернется, как рыкающий лев Иуды. Помните, что в 2024 году к вам придет финансовая благосклонность Бога. Вы освободитесь от финансовых ограничений. 2024 год станет самым успешным годом в вашей жизни.
Будьте уверены, Бог всегда рядом и внимателен к вашим крикам. Вот ваши молитвы и глаза на ваши страдания. Он обеспечивает назначенное время. Я люблю тебя, Боже, потому что ты дал мне все, хотя я не сделал ничего, чтобы заслужить это. Я хочу от всего сердца поблагодарить тебя за то, что ты любишь меня, прощаешь меня, исцелишь меня и никогда не оставляешь меня. Бог готовит для вас много благословений, и вы можете ожидать их изобилия на этой неделе. То, что Бог обещал вам, все еще в пути. Вас ждет большой финансовый прорыв, и вы будете поражены тем изобилием, которое придет в вашу жизнь. Бог милостив к каждому проступку, восстанавливает каждую неудачу, начинает заново после каждой потери и восстанавливается после каждого потрясения. Приготовьтесь к необыкновенным 3 дням, наполненным невероятными благословениями, чудесами и прорывами. Это ваше время процветания, счастья и успеха. Как говорит Иисус, деньги придут к вам легко и без усилий, и к концу 2024 года вы станете финансово свободными. Мои благословения на вас превзойдут все ваши ожидания, и я быстро изменю вашу ситуацию к лучшему. Господь кладет конец вашим скрытым слезам и страданиям, и богатство свободно и бесконечно течет к вам. Когда мы приближаемся к концу этого месяца, мои дорогие, знайте в своем сердце, что у Бога есть для вас приятный сюрприз. Приближается сезон мира и благословений, и все, что вам нужно сделать, это посмотреть это видео до конца, чтобы получить их. Ваше финансовое положение улучшится, вы исцелитесь, и чудеса начнут происходить именно тогда, когда вы в них нуждаетесь, потому что благословение уже в пути. Вы находитесь на пороге нового сезона, и в марте вас ждет прилив радости, благосклонности и чудес, которые станут вашими постоянными спутниками. Когда Бог вплетает в вашу жизнь богатство, которое вы даже не можете себе представить, найдите время подумать о Филиппийцам 4 часа 26 минут, которое напоминает нам о необходимости быть благодарными за все благословения в нашей жизни и молиться, а не думать. Неважно, что говорится о вашем финансовом положении или медицинских заключениях, я говорю вам, что остаток недели будет для вас фантастическим. Бог благословит вас благословениями, изобилием, новыми возможностями и благословениями. На этой неделе вы можете ожидать улучшения вашего здоровья, работы, бизнеса, отношений и финансов. Когда вы признаете Бога своим царем, а своих благородных отпрысков Его детьми, Он готов совершить великие дела в вашей жизни. Что бы ни случилось с вами в эти выходные, помните, что Бог сильнее, чем вы можете себе представить. Когда вы чувствуете, что тонете в своих заботах, отдайте их в могучие руки Бога. Он проходит путь от арендатора к домовладельцу, от сотрудника-исследователя, от заемщика к кредитору, к жаждущим найти цель и перегруженным. Это неизбежные перемены, которые ждут вас согласно тому, что сказал Господь. Вы можете с нетерпением ждать выходных. Вас ждут новые начинания, прорывы и триумфы. Помните, что страдание может быть временным, но радость длится вечно. Ответов, исцеления, возможностей, продуктивности, позитива и Божьего благоволения предостаточно. Даже когда вы спите, Божья слава работает в вашу пользу. Завтрашние трудности Ему не помешают. Куда бы ты ни пошел, я буду рядом, чтобы защитить тебя. Я останусь с тобой, пока не выполню все, что обещал.
Бог правит как верховный правитель Вселенной, обладающий беспрецедентной силой и властью. Давайте дружно выразим благодарность и скажем: «Отец, я благодарен, что Ты регулярно испытываешь меня, подталкиваешь меня преодолевать препятствия и достигать новых высот. Помоги мне решить те области, в которых я борюсь. Благослови и сохрани нас в безопасности, когда мы сегодня начинаем наше путешествие. Обеспечить безопасность наших детей в школьной среде. Защитите нас, когда мы ездим по дорогам общего пользования. Во имя Иисуса Христа мы молимся о мудрости, здоровье, процветании и успехе. Следующий месяц будет для вас удивительным. Я превращаю вашу историю в историю радости, исцеления и успеха. Я обещаю принести здоровье и исцеление всем, кто об этом попросит. Никакую проблему или болезнь мне не было бы трудно вылечить. Вашему здоровью, отношениям и банковскому счету может понадобиться моя помощь в ближайшие дни. Возможно, вы столкнулись с трудными обстоятельствами, которые повлияли на ваше физическое и психическое здоровье, но я хочу, чтобы вы знали, что я первоклассный врач, который может исцелить вас, чтобы вы снова могли жить полноценной и целеустремленной жизнью. Я дам тебе силы, покой и энтузиазм. Врата рая откроются для вашей пользы. Я прислушиваюсь ко всем вашим стремлениям и теперь готов помочь вам в трудные времена. Когда тебе грустно, больно или скорбишь, я буду с тобой. Если вам нужен кто-то, с кем можно поговорить, опереться или просто выслушать, я здесь. Знай, Господи, что я добрый Бог, который не наказывает. Вместо осуждения и осуждения я хочу выразить свою любовь и прощение. Я послал моего единственного Сына, Иисуса Христа, умереть на кресте за ваши грехи. Все, что приносило вам неприятности, скоро исчезнет. Ваша боль и страдания будут заменены моей любовью и благами, и вы сможете испытать изобилие радости, любви и смеха. Я надеюсь, что мои пожелания вашего исцеления, выздоровления и мира принесут вам некоторое утешение. Публично заявите следующее: в 2024 году Бог покроет меня, защитит, укроет и направит. Мой дорогой малыш, я создал все в твоем окружении, включая солнце, звезды, море, горы и небо. Когда вам нужно направление, утешение или защита, я рядом с вами. Всегда помни, что ты особенный для меня, и мои чувства к тебе останутся непоколебимыми. Вам не нужно будет работать или бороться за великие дела, которые вас ждут. Вы можете быть уверены, что деньги потекут к вашим объектам, потому что вы притягиваете их как магнит. Воспользуйтесь этой наградой и будьте благодарны за все, что она принесла. По словам Иисуса, «Я здесь, чтобы исцелить вас». Он хочет облегчить любую боль, которую вы можете испытывать, физическую, умственную или духовную. Его цель – дать вам почувствовать себя расслабленным и побаловать себя. Если вы хотите улучшить свою жизнь, это может открыть вам двери. Только я могу дать тебе силу, когда ты слаб. Я тот, кто восстанавливает здоровье, когда ты болен, мир и любовь, когда ты веришь, что они ушли. У меня для вас запланировано несколько сюрпризов. Выздоравливайте скорее, будьте свободны, копите богатство и наслаждайтесь прекрасным здоровьем. Я уже сделал все необходимые приготовления. Господь меняет ваш образ жизни прямо сейчас.
вместо грусти. Это приносит радость и перемещает вас от недостатка к изобилию. Приготовьтесь к необыкновенному сезону, полному триумфов, прорывов и чудес. Бог говорит: «Дорогая моя, у меня есть особый план для твоей жизни». Это план совершенный, прекрасный и чудесный. Я хочу, чтобы ты был счастлив и реализовал свою судьбу. Я хочу, чтобы ты был светом и благословением окружающим вас людям. Я хочу, чтобы вы были святы и приблизились ко мне. Поверьте, что вскоре ваше здоровье, отношения и финансы вернутся в норму. Помните, что я неустанно работаю для достижения желаемых вами результатов. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с трудностями в жизни, вспомните трогательную историю Давида и Голиафа. Давид понял величие силы Голиафа, поэтому ему не нужно было знать. Ничто из того, что вы встретите сегодня, не сможет победить меня. Будь уверена, моя дорогая малышка, ты никогда не останешься одна. Я всегда рядом с вами, внимательно наблюдаю и работаю, чтобы принести вам в жизни все хорошее, чего вы заслуживаете. Более того, я отвергаю любое ругательство, которое вы могли использовать, или любое слово, которое подрывает вашу судьбу во имя Иисуса. Я им всем отказываю. Я Отец Небесного Света, тот, кто дает вам лучшие и совершенные дары, которые может предложить жизнь. Все, о чем я прошу, это довериться мне и позволить моим благам свободно влиться в вашу жизнь. Я больше не приходящее увлечение, вместо этого я вечен и неизменен, и я буду рядом с вами на каждом этапе пути, защищая вас от вреда. Мое дорогое дитя, я умоляю тебя повторить эти слова. В этот момент я восприимчив к бесконечной любви, восстановлению и благословениям, которые мне предстоит получить. Вся семья будет исцелена, и произойдут великие финансовые чудеса. Когда мне понадобится их точка. По повелению Иисуса ты, драгоценный малыш, ты вступил в новую захватывающую эпоху своей жизни, полную безграничных возможностей. У меня есть сила полностью изменить вашу жизнь, спасти вас от финансовых проблем и принести вам процветание и изобилие. Доверьте свои заботы и печали моим рукам, и я принесу вам счастье и успех. Если у вас недавно были финансовые проблемы, Бог обещает, что все ваши вложения в конечном итоге окупятся. Вы можете ожидать стремительного улучшения вашего финансового положения, когда ваш бизнес, профессия или процедура начнут развиваться. Дорогие мои, если вы со мной согласитесь, я принесу чудеса в вашу жизнь. Соберитесь вместе для любви, богатства и финансового успеха. Ваши выгоды увеличатся, и вы сможете получить мою благосклонность. Перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий я могу открыть двери, которые никто не сможет закрыть. Пусть сбудутся ваши самые сокровенные желания. Дорогие мои, у меня есть на вас захватывающие планы, полноценный брак, возможность, которая выпадает раз в жизни, или ваше идеальное хобби. Будьте готовы к необычайному периоду перемен, который скоро развернется. В течение следующих 3 дней огромная сила и любовь, исходящие свыше, поразят вас своими чудесными благами и нововведениями. Помните, что ваши отношения с моим Сыном Иисусом – самые важные отношения, которые вы можете иметь. Он будет вашим союзником, вашим спасителем и вашим экспертом. Когда тебе будет больно, Он поможет тебе подняться.
Он может быть вашим светом, даже когда вы в отчаянии. Ему можно доверять, и Он никогда вас не подведет. А Святой Господь, я избрал тебя. Я отдаю твою жизнь. Я живое воплощение твоей милости и благодати, и я умоляю тебя занять свое законное место в моей жизни как моего Искупителя и Правителя. Реальные вещи встретятся на вашем пути и на вашем месте, когда вы начнете следующую главу своей жизни. Со временем вы почувствуете радость от выполнения задач, побед в битвах и прогресса, от чувства опустошенности до полного совершенства. Вот что с вами произойдет. Удача и удача ждут вас, когда ваша история вернется. Многие из вас сейчас страдают от беспокойства, замешательства и беспокойных ночей. Я здесь, чтобы облегчить ваш стресс, сделать все ясным и понятным. Спокойного сна вам, беспокойных вечеров, успехов, изобилия и крепкого здоровья вам и вашим семьям. Не делай ничего, кроме как верь, что то, что я запланировал для тебя, реально, и верь, что я никогда тебя не оставлю. Прямо сейчас Бог предсказывает, что предстоящая неделя будет полна фантастических чудес, захватывающих новостей, прорывов и еще больших благ. Я вызову дождь из облаков, чтобы благословить ваше поле и ваши дела. Ваша профессиональная и романтическая жизнь наладится позже, и ваша жизнь в целом улучшится. Согласно Библии, Иисус исцелил 10 прокаженных, и их историю вам никогда не следует забывать. Вам суждено быть благословенным. Живете ли вы хорошей жизнью, которую запланировал для вас Бог? Все, что вам нужно для жизни победителя, находится в вас силой Святого Духа. Как верующий, внутри вас есть семя успеха. Благословения ждут вас. Если вы согласны с Богом в своих мыслях, отношениях, словах и действиях, тогда вы сможете получить все Его духовные благословения. Решите начать свой день с провозглашения того, что Бог говорит о вас. Заявляйте: «Я благословлен. Я процветаю. Я здоров и силен». Друг мой, когда ты начинаешь так говорить, все небеса это замечают. Ваша вера активирует Его план для вашей жизни. Ангелы посланы от вашего имени. Благословения были приведены в действие. Прежде чем вы это заметите, вы начнете жить хорошей жизнью, которую Он обещал вам, и продвигаться вперед к благословенной судьбе, которую Он приготовил для вас. Введите 1,0, чтобы получить благословение. Пока ничего не делайте, пока не принесете мне свои планы и проекты. Я даю вам необходимую силу, чтобы на вас не давили и не заставляли принимать важные решения, подписывать документы или давать обещания, которые могут заманить вас в ловушку жизни, полной стресса и цепей. Не спешите обещать любовь тому, кого вы толком не знаете. Обратите внимание на предупреждающие знаки, вспомните свои прошлые ошибки, вспомните те чувства, вспомните, сколько времени вы потратили зря. Время, которое можно было провести в радости и близости со своей семьей, потому что он был перегружен обязательствами. Я не призываю вас снова попасть в ту же ловушку. Не сталкивайся с теми же препятствиями сейчас, когда ты испытал мою любовь и знаешь, что я с тобой. Никто не сможет заставить вас снова жить в цепях, как заключенного. Я здесь, чтобы спасти тебя от всех бед. Но я не хочу, чтобы ты попал в беду по собственному желанию.
Ваш выбор имеет значение, особенно когда он влияет на окружающих. Игнорировать мои указания рискованно, как играть с огнем. Освободите мою силу и усомнитесь в истинности моих обещаний. Ты теперь другой, уважай меня и докажи свое желание следовать моим путем. Поэтому я призываю вас проявлять осторожность и здравый смысл. Не связывайтесь с теми, кто ведет себя глупо и безответственно. Их не заботят ни вы, ни ваши близкие, они просто заберут то, что принадлежит вам, и оставят вас бороться с долгами или обещаниями, от которых вы не сможете легко отказаться. Держитесь подальше от этих людей, выберите другой путь, и если не знаете, куда идти, приходите ко мне, проведите время в моем присутствии. Я не хочу, чтобы ты проводил свои дни в печали и отчаянии, терпя побои и оскорбления тех, кто тебя поработил. Не теряйте надежды, потому что нет силы, достаточно сильной, чтобы победить вас. Я отвечу вам чудом по моему выбору. Прошу тебя, мое дорогое дитя, наберись терпения, крепко держи меня за руку, ведь тебе суждено творить великие и чудесные дела. Не бойтесь и просто верьте, потому что все возможно для тех, у кого есть смелость поверить в меня. А теперь дай мне бремя, которое ты молча носишь в своем сердце, которое причиняет тебе боль. Сокрытие этого принесет только больше проблем. Признайте это, не лгите себе. Вы точно поймете, что я имею в виду, если прочтете или послушаете это. Знайте, что это потому, что вас ценят. Дайте мне это бремя, и я передам его. Вам следует отпустить ситуацию и не оглядываться назад. Примите сегодня решение подняться над всеми теми, кто ставит вас в замешательство. Им действительно плевать ни на вас, ни на ваших близких, чтобы они не говорили в тайне. Они хотят вашего падения, избегайте их сейчас, разорвите вашу связь со злом. Я отдал за тебя свою жизнь на кресте и готов простить твою вину. Любой скрытый грех имеет силу развращать. И если ты скроешь свои грехи, ты не будешь преуспевать, ты будешь вести жизнь, отчужденную от мира. Это не та жизнь, которую я хочу для тебя. Я пришел для того, чтобы вы могли жить в изобилии, свободно от обид, горечи и оскверняющих чувств. В вашем уме не будет ни убежища, ни беспочвенных страхов, ни постоянного беспокойства. Снимите обувь с ног ваших, потому что земля, на которой вы стоите, свята. Вы не сможете войти в землю обетованную, если в вашей жизни еще останутся скрытые тайны. Выходи и поверь мне. Я жду твоей смелости, чтобы открыть уста. Я сниму с тебя одежду стыда и покрою тебя своей святостью. Никогда в твоей жизни не было времени, когда ты был ближе ко мне, чем сегодня. Ты можешь спрятать меня, но я здесь. Нет такого уголка в мире, где бы ты мог избежать моего присутствия. Куда бы ты ни пошел, я буду там раньше тебя, напоминая тебе о моем обещании. Если вы отвернитесь от ошибки и действительно измените свое сердце, знайте, что вы прощены. Я принимаю это, верю в это и ношу это прощение с гордостью. Сегодня день вашего нового начала. Подтвердите свою веру и принятие трудных времен. Прежде чем ваша мечта сбудется, Бог испытает ваш характер. Вы должны доказать, что можете справиться с тем, что Он вам поставил. Бог дал Иосифу сон, чтобы вести его, но его братья взяли его разноцветную одежду, которая символизировала расположение его отца,
и продали его в рабство в Египет, где он был ложно обвинен и заключен в тюрьму. Это были не просто случайные неудачи. Бог испытывал его характер. Это было несправедливо, но Иосиф не был ожесточен. Он продолжил сдавать экзамен. Братья взяли его одежду, но не смогли помочь ему. Они лишили его свободы, но не смогли помазать его. Его забрали из дома, но не смогли забрать его мечту. Все эти шаги подготовили его к тому, чтобы стать премьер-министром Египта. Будь Джозефом. Поступай правильно, когда это трудно. Эта трудность не предназначена для того, чтобы вас остановить, а оно здесь, чтобы подготовить вас. Иди и сдавай экзамен. Бог собирается выпустить вас на новый уровень благосклонности, влияния и ресурсов. Пусть лицо Господне сияет над вами.